Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Важный разговор с ангелом-хранителем. О чем же ангел-хранитель желает вам сказать? В чем желает вас предупредить? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите: ангел мой, будь со мной, расскажи, посоветуй, предупреди. Я надеюсь, вы все настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, напоминаю, что все мои видео заряжены мною на благо, на исцеление, на помощь вам и на развитие вашего потенциала. Так, ангелы. Вы знаете, мои хорошие, сейчас у вас с кем-то есть проблемы, как-то вы не сошлись во мнениях, либо что-то вас разделяет. Да? Вот одних отыграется, что не сошлись во мнениях, люди немножечко друг от друга отвернулись, а у других отыграется, что вас разделяют путь. Разбросало вас в разные стороны. Вы в одну сторону пошли, смотрите, а ваш партнер, да, он совершенно в другой стороне остался. Между вами как-то сейчас тихо, да, тишина между вами. Ангел говорит, что эта ситуация временная, чтобы вы не переживали. Занимайтесь своим делом, занимайтесь своими задачами, которые перед вами есть, да, стоят задачи. Занимайтесь детьми, занимайтесь собой, занимайтесь своим собственным развитием. Не переживайте. Мужчина, если вы поссорились, поругались, он там походит, покрутит, заработает денег, да, либо какое-то, знаете, достижение осилит и обязательно к вам придет. Придет, чтобы похвастаться, чтобы вас порадовать, и примириться. Да? Если мужчина сейчас где-то отсутствует, да, там, по работе, командировке, какие-то отъезды, поездки, мужчина обязательно вернется с рогом изобилия. Вот посмотрите, вот он, мужчина стоит, и вот он в руках, у него рог изобилия. То есть он приедет с подарками, он приедет с деньгами, он приедет героем, мои хорошие. Вы за него переживаете, вы за него, возможно, молитесь, все ждете и надеетесь. Ваш мужчина будет победителем. Если вы действительно как-то, знаете, на расстоянии, у мужчины сейчас проблемы в жизни, все бывает, да. Не переживайте, ваш мужчина добьется. Ведь цель его не победа, а цель это вы. Быть с вами и чтобы все у вас было замечательно. Ангел говорит, все сложности, все там конфликты, проблемки, расставания, это все временно. Не переживай, не расстраивайся, не уходи в печальку, не накручивай себя на негатив, не теряй свою энергетику, занимайся собой, детьми, домом, карьерой, да. Не думай о плохом, все будет замечательно, даже и не переживай. Такой вот у вас ангел. Так, ангел говорит, что у кого-то будет мероприятие скоро. Мероприятие, либо день рождения, может быть, у вас будет, может быть, какой-то банкет, да, либо вас туда пригласят, либо вы будете, как звездой этого банкета. Не отказывайте себе в празднике. Может быть, у вас сейчас недостаточно средств для того, чтобы устроить день рождения, свой день рождения отпраздновать, либо принять приглашение на мероприятие, купить себе красивый наряд. То есть вы думаете, что мне делать? Праздновать, не праздновать, идти, не идти. Обязательно празднуйте и обязательно идите. Вам нужен этот праздник. Вам нужно будет, развеяться, что ли, да, получить какое-то моральное удовольствие от того, что будет происходить. Мало того, если вы будете праздновать день рождения, да, либо вы будете посещать какое-то мероприятие, у вас идет замечательное знакомство. Знакомство с человеком, который окажет вам какую-то неоценимую услугу, какую-то помощь, что-то невероятно важное для вас. Знакомство идет совершенно случайным, спонтанным, я даже сказала, но тем не менее,
тебе это знакомство несет большое благо именно для вас. Поэтому не отказывайте себе в празднике, не отказывайте себе в веселье. Это очень и важно для вас, и полезно для вашего будущего. Дальше, мои хорошие, кому-то вот работа вышла, и работа достаточно сложная. Ну вот прям вышел такой козел, ну честно, козел выходит, причем такой, знаете, рогатый козел. Ну, могут быть начальники, могут быть там конкуренты, там злопыхатели, зложелатели, но это именно на работе у вас происходит. Возможно, столкнетесь с каким-то непроходимым упрямцем, либо очень противным человеком. Ангел говорит, что психовать не стоит, нервничать не стоит. Ну, все люди разные, да, все люди разные, у каждого свое восприятие жизни, у каждого свое какое-то видение, поэтому не нервничайте, не расстраивайтесь. Человек может вам там отказать, либо как-то, знаете, там нагрубить, нахамить, но вы этого человека лучше вот так мысленно, вот он вам там говорит какие-то гадости, вы его мысленно прощаете и говорите: а я на тебя не обижаюсь, а я тебя простила, вот, да, и вот это ваше спокойствие. И вот этот ваш такой посыл, да, добра сделает чудо. И человек смягчится, человек перестанет вот так вот рогами своими бодаться, либо угрожать этими рогами. И несмотря на вот эту полемику, да, там, негативно-агрессивную, все-таки сделает так, как будет лучше для вас. То есть ангел говорит там, ну покричит и все. Если вы начнете с этим человеком бодаться, то есть если вы начнете там, например, что-то там доказывать, это только может усугубить ту ситуацию, в которой вы окажетесь. Будьте помягче, будьте вот таким, знаете, как непроницаемым человеком. Ну кричит, боже, что-то там требует, ну пусть требует. Ну, вы как будто бы в стеклянной колбе. Вот представьте, вы в стеклянной колбе. Вот эти слова его там, либо ее летят, об эту колбу ударяются и назад вот пружинят. То есть до вас они не долетают. И вот произойдет вот именно то, что я сказала. Да, покричит, смягчится и сделает так, как будет хорошо для вас. Дальше, мои хорошие, здесь идет романтика. Романтические встречи, романтические свидания. Здесь девушка очень сильно переживает за искренность мужчины, за его намерения, за какие-то шаги, да, со стороны этого мужчины, которые либо он делает неуверенно, либо совершенно не делает. То есть сомнения в том, что а нужна ли я ему, может быть, он просто там, ну, там своего добьется, да, и потом как бы исчезнет. То есть мужчина какой-то немножечко нерешительный, либо ну вот как-то себя ведет, да, не внушает доверия. Вот, девчонки, там проблем нет по поводу этого мужчины. Вы слишком форсируете события. Вы уверены в себе, вы уверены в своих чувствах, да, вы уверены в своих желаниях. А мужчина, с кем вы общаетесь, он совершенно в себе не уверен. Для него это какой-то невероятный новый опыт. Те чувства, которые он к вам испытывает на сегодняшний день, они для него действительно какие-то очень необычные, фантастичные. Ну, не переживал он такую влюбленность, да, не было в его жизни вот такой настоящей любви. Он в вас влюбляется. Этот процесс еще какое-то время будет занимать, и поведение мужчины будет таким, знаете, туда-сюда, да, шаг там назад, один вперед, там в сторону, вправо, влево, он будет топтаться и очень медленно к вам идти. Это нормально, дайте ему время, не агрессируйте, не ставьте его перед каким-то там выбором, ультиматумом, да, либо не требуйте от него каких-то более конкретных резких шагов. Этого делать ни в коем случае не надо. Пусть все будет естественно. Будьте сама собой, ведь вы такая замечательная, вы такая легкая, добрая, веселая, искренняя. Такой будьте, он ведь такой вас полюбил. Да, он еще немножечко потопчется, но потом, знаете, поедет. Да, долго запрягает, зато потом будет быстро ехать. Так что не переживайте и не расстраивайтесь. Дальше, мои хорошие. Для кого-то очень важный момент в треугольнике происходит. Треугольник, где чувства есть, эмоции есть, желания есть, а возможностей нет. Да, вот как-то так происходит. Возможно, это на работе даже у вас, либо как-то с работой связано. Этот треугольник, он не жизнеспособный. То есть еще какое-то время будут эти острые фазы, да, когда все там люблю, не могу, держите меня семеро, да, типа мне уже там все равно и прочее. А потом вы успокоитесь, знаете, причем так успокоитесь, ну вот одномоментно. Вот проснетесь как-то утром и поймете, что
Ну, а ей не хочется. Не хочется, нет, как-то куда-то чувства делись. Это, знаете, это не любовь, то, что происходит. Вы, конечно, на меня не обижайтесь. Я уважаю ваши чувства, но это больше как какое-то наваждение. И если вы подумаете, да, вот как вы с этим человеком там сошлись, как стали проявляться ваши чувства, поймете, что это наваждение. Просто вы были в такой ситуации, когда вы остро нуждались в любви. Вот, ну, как потеряли смысл, что ли, может быть, да, потеряли смысл жизни, в какую-то такую депрессию вошли, и вам нужна была вот эта эмоциональная встряска, вот эта влюбленность, вот это вот, знаете, там бабочки в животе, там на одном дыхании жить там с любимым человеком. И вот мужчина, с которым вы вот сошлись, да, он тоже был в депрессии, тоже вот как-то смысла жизни не было, все фонари там мира поугасли. Вот. И так вы друг друга просто поддержали. Высшие силы иногда так поступают. Они вдыхают в людей вот эту влюбленность, эти яркие чувства. Человек начинает вот активничать, вот понимает, что он оживает, ему хочется там хорошо выглядеть, хочется видеть любимого человека, хочется быть активным. Вот и у вас так произошло. Вы друг для друга, да, вот эту поддержку выполнили, то есть друг друга поддержали, друг друга вдохновили, а теперь каждый из вас пойдет своей дорогой. Это нормально, ничего плохого в этом нет. То есть вы это поймете. Не переживайте сейчас, не расстраивайтесь, не заламывайте себе локти, не пытайтесь там придумать, что делать, как поступать. Просто дайте себе время. То есть какое-то вот ближайшее самое время, да, поймете, что это все было просто наваждение. Благодарите вашего партнера, еще, знаете, как-то дружить потом в будущем, возможно, будете. Но уже вот этих чувств уже не будет. Это нормально. Вы друг друга поддержали, все, молодцы. Теперь дружите. Так, дальше идем. Подарок идет. Подарок идет от мужчины, который нечестный. Ну вот, понимаете как? Здесь мужчина через подарок будет искупать свою вину. Неожиданно мужчина подарит подарок. Может быть очень дорогой, может быть там какой-то невероятной там красоты и прочее, прочее. То есть чем дороже будет подарок, чем значимее, да, будет этот подарок, тем большая вина на этом человеке есть. Вы, возможно, это понимаете, вы, возможно, это чувствуете. Ангел говорит, копать не надо. Получаете подарок. Ну, считайте, что это ваша компенсация для того, чтобы ваши отношения сохранились, либо для того, чтобы был мир. Да, все равно худой мир лучше, чем хорошая война. Не надо копать, не надо искать вот эту правду. Ничего там хорошего нет в той правде. Одна боль и разочарование. Тем более человек, который будет вам дарить этот подарок, он и так очень сильно мучается совестью. Он все понял, он все осознал, сам себя уже там и поругал, и бичевал, и казнил, что он только с собой не делал. То есть вот это чувство вины – это самое большое наказание для этого человека, потому что он с ним будет жить на протяжении всей своей жизни и сам себя не простит. Вот это хуже всего. Поэтому не ковыряйте, не копайте, получите этот подарок, поймете, что все осознал, все понял, и это действительно искренне будет подарок. Мало того, что этим подарком все не ограничится, этот мужчина на протяжении многих лет, чувствуя эту свою вину, будет стараться всеми возможными и невозможными действиями, поступками эту вину заглаживать перед вами. Оступился человек, оступился. Что теперь, забить его камнями? Либо постоянно его ковырять и говорить, вот ты такой, вот ты сякой. Знаете, не суди, не судим будешь, даже если человек виноват. В данном конкретном случае этот человек все осознал полностью. И сам себе не рад за то, что так поступил. Но назад уже не отмотаешь. Если была такая возможность, такая опция в жизни нам была бы предоставлена, этот человек бы отдал все для того, чтобы вернуться в тот момент прошлого и все поменять. Так что ангел говорит, прости, прими, забудь. Забудь то, что было. Не думай, по крайней мере, постарайся. Дальше, мои хорошие, тут у кого-то проблемы с детками. В плане, я так понимаю, зачатия ребеночка, да, девушка либо в принципе не может забеременеть, либо какие-то проблемки с тем, чтобы выносить ребенка. Ребенок будет, сразу хочу сказать, ребенок будет, смотрите, либо один крупненький, либо как двойня, что ли, может быть, да, как правильно, двойня, близнецы, если честно путаю до сих пор, 40 лет живу, да, не могу
двойня, по-моему, да, потому что у меня бабушка из двойни, то есть она с сестрой своей не похожа, но, по-моему, двойня, да, двойня называется. Вот, ребенок будет, но вам нужно какие-то принять меры. Вы лечитесь, вы там стараетесь, вы молодец, но в вашей жизни должно быть чудо. Чудо вы найдете в святом месте. Если вы обратитесь к Боженьке, вот святая Матрона, очень много есть случаев, когда именно она помогает забеременеть. Но смотря опять же, где вы локально находитесь. Если есть возможность у вас обратиться к святому, даже если вы, например, не принадлежите там, к христианству, да, все равно делайте. Делайте, потому что вам через какого-то, через святое место, да, назовем это так, через святое место вам идет помощь. Обязательно, обязательно просите, обязательно молитесь, и будет, ребенок будет. Вот ангел говорит: не надо там убиваться, не надо расстраиваться, обязательно будет. И еще, если кто-то уже решил брать на усыновление ребенка, тут тоже идет такая информация, что вот когда вы усыновите ребенка, вам один ребенок другого ребенка приведет. То есть вы усыновите ребенка, и, возможно, будет беременность. Вот прям неожиданно для вас. То есть вот так он может даже отыграться. Но это для тех, кто сейчас думает, что я хочу усыновить. Может быть, уже документы собирают. Может быть, уже на усыновление, да, подали документы. Может быть, уже усыновили, да, либо удочерили ребеночка. Вот, у вас ребенок будет естественным путем, без всяких там процедур, да, забеременеете. А для тех, кто не думает о усыновлении, но у него есть такая проблема, вы и лечиться должны, и через святое место вот просить себе чудо, и оно обязательно у вас случится. Так, мои хорошие, ну и напоследок, вот очень важная информация для тех, у кого сейчас с деньгами беда. Но беда — это даже мягко сказано, то есть, катастрофа, да, катастрофа, причем, чернее ночи, да. Очень много проблем, и вот такое ощущение, что совсем уже безнадега, и деньги брать неоткуда. Значит, смотрите, деньги у вас будут идти от человека, либо нескольких людей, которые будут вам помогать, вас будут поддерживать до определенного момента. Пройдет, может быть, там, сколько-то там недель, да, допустим. Пройдут эти недели, и у вас будет шанс на то, чтобы работать и получать какую-то более-менее нормальную работу. Вот. Благодаря этой работе вы получите какие-то либо связи, либо знания. Вот. А дальше вы уже пойдете, и карьера у вас пойдет, и денежка у вас пойдет, и все у вас порешается. В данный период времени вот вам помощь идет от людей. То есть один либо два человека, кто-то вам будет деньгами именно помогать, давать вам деньги, либо выписывать вам что-то, да, что вот вы деньги можете получать. То есть ваша проблема решаема. Это не приговор, это не значит, что вы там по миру пойдете с протянутой рукой. Нет, все решится, не переживайте. Не могу, правда, сказать, кто вам эти люди приходятся, но люди дают, понимаете? Вот вам на первые там несколько недель, может, там месяц, да, люди вам как будто бы дают там средства, не знаю, деньги, что-то вот вам помогает. А дальше у вас идет работа. Дальше у вас начинается карьера, и вы пошли-поехали. Все свои вопросы, проблемы порешали. Так что не переживайте, все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.